Ассаляму алейкум, рахматуллахи баракату. Здравствуйте, уважаемые студенты нашего факультета. Сегодня студенты бизнес-школы КБТУ проводят специальное интервью-опрос у наших жителей, жителей города Алматы, насчет исламской темы. Итак, слушаем вопросы и слушаем ответы на них. Как отличить верующего человека, то есть какими качествами он обладает? Ну, знаете, сейчас иногда, в основном атеисты сами признаются, что они неверующие чаще всего. Но человек, которых людей мы видим в основном мусульмане или христиане, да, они показывают себя манерами разговора чаще всего, либо иногда начинают некоторые проповедствовать, да, бывает. А вы как относитесь к таким действиям? Проповедуют они или нет? Знаете, есть два вида проповедствования. Бывает, когда человек просто пытается тебе говорить что-нибудь хорошее, а бывает иногда то, что иногда немножко перебарщивают с этим, и это выглядит, как будто человека завлекают в секту или в какую-нибудь группу. Понятно. А есть ли кардинальная разница между верующими разных религий? То есть я мусульманин, вы тоже мусульманка, но третий человек, он православный. Вот между нами троими будет разница? Мне кажется, будет разница только когда мы уже приходим именно к самому исламу или христиану, как мы к этому относимся в этом деле. А в остальных качествах, я думаю, что никаких особо таких. Да, для меня никаких различий нет, не считая именно ислама или христиана. Самое простое. А как вы представляете, если Бог существует? Как по-вашему выглядит, или есть ли у него способности какие-то? Конечно, есть. Какие способности могут быть? Мне кажется, все. А вы можете отличить верующий человек от неверующего? По внешности нет. По внешности не отличается. А есть ли кардинальная разница между верующими разных религий? Например, вы православный, я мусульманин, и между нами будет ли разница какая-то? Как отличить верующего человека от неверующего? По внешности можно отличить, например, по одежде, по прическе, по бороде? Конечно можно, конечно. Если он верует, он у него соответствующая одежда и все, конечно можно. А есть ли кардинальная разница между верующими разных религий? Например, вы православный, я мусульманин. Разницы нет. Разницы нет. Главное в Бога верить. Правильно, разницы нет. Поэтому, знаете, если нормальный человек, я говорю, я подведяю людей, потому что в каждой семье есть хорошие и нехорошие. Даже порой жизнью, когда сталкиваешься, то чужие люди ближе, чем свои. Да, иногда бывает. Вот почему на Украине происходит братоубийственная война. Брат против брата, революция то же самое привела к братоубийственной войне. То есть революция не дает сдвигов. Не дает. Вот вы встречались вам по-настоящему верующие люди? Встречались. А как они вам подействовали? Или понравился ли этот человек? Нет, понимаете, истинно верующие, они чистые. Истинно верующие, они чистые? Конечно. Поэтому если чистая вера, я согласен. Но в основном двуяко. Дело в том, что не соответствует проступкам. Человек верует, но проступки, допустим, убивает, насилует и верует. Значит, у него свой Аллах, свой Бог, что ли. А вот вы представляете Бога, каким он существует, допустим? Или вообще существует ли он? Понимаешь? Как он выглядит? Есть ли у него какие-нибудь способности? Нет. Вы знаете, это какие-то силы существуют, недоказуемые. Поэтому атеисты и верующие не могут доказать разницу. А как отличить верующего человека и каким качеством он обладает? Верующего от неверующего. Можно отличить? Верующего? А каким образом можно отличить? Даже глядя в глаза, 5-10 минут поговори с ним, все выложит тебе. А есть ли кардинальная разница между верующими разных религий? Например, я мусульманин, допустим, вы православный, допустим. Вот будет ли между нами разница? Например, вы верите в Иисуса, я верю в Аллаха. Да, вот будет ли разница между нами? Мое именно мнение такое, что человек, он остается человеком. Какой бы религии он ни относился, он должен оставаться просто Главное, чтобы быть человеком, да? Вот современные люди, современный мир начал бояться ислама, то есть современных мусульман. Вот вы сейчас боитесь, то есть экстремисты всякие есть, всякие течения. Как их не бояться? Ты представляешь, что они творят? Вот что они творят? Может быть, даже и не оттуда. Кто-то их подставляет, может еще. Вот есть ли кардинальная разница между верующими разных религий? То есть нет разницы. То есть что индуист, что буддист, они одно и то же, что евреи, они одинаковые, да? И
Вот как вы думаете насчет современного ислама, современных мусульманов, насчет новых течений в Казахстане, насчет экстремизма? Вот многие люди боятся ислама, да, по всему миру. Нет, почему боятся? А ваше отношение нормальное? Ну, нормальное отношение, что же они? Они те все враги, что в каждой вере есть свои враги. А так фактически, да, не все одинаковые. Только взгляды другие. Взгляды другие, а люди одинаковые. Люди одинаковые все. А вы как бы соблюдаете правила ислама? Ну, я верю. Главное, вы верите, да? Верю, А правила это уже... Что я на своей шкуре испытал, я это уже знаю. Если верил я то точно помогло. Я поверил, да, в этом. Помолился, помогло мне. Ой, не, я не люблю, Завершился наш интервью-опрос у жителей города Алматы, на самом Арбате. И мы говорим вам спасибо за ваше внимание и желаем вам удачи и успехов в жизни. Ассаляму алейкум, рахматуллахи баракату.